Фридрих Ницше говорил, что без музыки жизнь была бы ошибкой. Вообще наша жизнь невозможна без музыки, ибо в каждом человеке, даже если он и не поет, в душе звучит музыка. А какая – это уже его состояние. Музыкальная орбита этого талантливого юноши из глубокого села, что в Лейлеке, это в Баткенской области, начала набирать свои обороты, когда он оказался в числе 8 победителей отборочного мирового конкурса среди 250 участников из 60 стран мира для обучения в Римской академии музыки Санта-Чичилия, история которой насчитывает около 400 лет. Впечатляет имя нашего визави – Аразбек Бакытов. Buongiorno. Vorrei parlare di Arazbek Bachrov perché a me tanti anni fa, quando l'ho incontrato, Добрый день. Мне хотелось бы вам рассказать о певце Аразбеке Бакытове. Несколько лет тому назад, когда он поступил к нам в Римскую вокальную академию, меня очень заинтересовал его голос своей близостью к итальянским голосам. Голос очень объемный, мощный, экспрессивный и певучий. Мы с ним занимались над многими оперными партиями, чистотой итальянской речью, четкостью произношения, стилистическими особенностями фразировки. Его вокальный материал очень интересен и напоминает мне голоса итальянских оперных певцов, такие как Андреа Газзали, Сильвано Каролли, Георов, Лео Нуччи, с которыми я более 35 лет работал на сцене Римского оперного театра. Аразбек обладает таким голосом, который создан для пения больших оперных спектаклей и способен воплощать любые режиссерские задумки. Будем надеяться, что тяжелые времена пройдут, театры откроются, и Аразбек, как многие мои дебютанты в Римском оперном театре, будут продолжать проявлять себя на высоком уровне. По моему мнению, у Аразбека очень большое будущее. Он молод, и его ждет прекрасная оперная карьера. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quella cittadea perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà ma se pagasse la vecchia pretendente pagarla in qual maniera e poi vi Antonio che a un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo menticatto, tutto ciò a un raggiro il colpo è fatto. Vedrò mentre io sospiro felice osservo io e ben che van desio e posser dovrà vedrò per man d'amore unita un vil oggetto che un venesto un affetto e per me poi non
vivo felice un servo mio, e un ben che va desio e posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unita un vil oggetto e un medesto un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 vedrò. Ah no, lasciarti in pace, dopo questo contento. Tu non lasciasti audace, tu non lasciasti audace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Ah, e lasciarti in pace non vo questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Всем знакома фраза «Все дороги ведут в Рим». Путь же Оразбека начинался с села имени Разакова, где он родился, откуда и родом известный советский партийный лидер Исхак Разаков. Учась в школе имени Разакова, Оразбек вначале и не собирался стать певцом. Он мечтал стать артистом. Его кумиром был Суйминкул Чукмуров. Фильмы с его участиями он обожал. А пока учился в школе, он уже выходил на сцену в роли ведущего, пел в художественной самодеятельности, участвовал в смотрах. В семье он был младшим ребенком, и в выборе своей будущей профессии он обязан прежде всего своему отцу. Отец его хорошо пел, аккомпанируя себе на аккордеоне. И где-то свои несбыточные мечты решил воплотить в сыне, чтобы он стал профессиональным певцом. И вот он становится учащимся музыкального училища имени Куренкеева по двум специальностям – хоровое дирижирование и сольное пение. Вообще, надо сказать, что Оразбеку Бакытову мало быть в одной специальности. Его жажда учиться и познавать больше – кредо молодого дарования. Ведь, учась уже в консерватории имени Калаймуда Басанова, он параллельно обучается и заканчивает дипакадемию имени Казыди Камбаева. А на третьем курсе консерватории работает в оперном театре имени Малдыбаева, участвуя в оперных спектаклях. Его педагогами в училище, а потом и в консерватории вначале был народный артист Кыргызской республики Бактыбек Кыбекеев, а затем народный артист Кыргызской республики Сталбек Алмазбеков. И вместе с концертмейстером Набирой Джаксалиевой он считает своими вторыми родителями. И, несомненно, свои успехи он считает их заслугой. Оқсам, такой мощный голос екен. Бірақ необчесанный, да, тамағында баттың. Там, они говорят, бас. Я говорю,
наверное, бас емес көреді десем, ну кім менен спорт етемін өзіңіз ойлап көріңіз, там педагогтың бары тең бас деп атады, мен айттым, ладно, говорю, возьму, емесі бар екен, говорит, я возьму, говорю, бияққа классқа алып келдім, ұшып классқа алып келдім, наберек дағы бір сері жақшылап оқыттық, анан эмне кыласың, такой гарлайып, ырдаганда вот так ырдап атканда үнү төмөн түшүп кетет, то жогору чыгып кетет, такой эме экен, нестабильный экен. Анан бирок мощта ичтен биреме монтип Агындай. укмушта энергия урудат да. Анан набер айттым агачы, Сталбек давай где-то азыр кыргыз шаарлардан берип көрөлүк, кайсысы жакшы ошону деп. Анан кыргыз шаарына казакча бердик. Бирок у него было же такое ощущение, что он вот этот дирхорда окуду да болчу. У него было абсолютный слух, да, потом абсолютно все мелодию сразу принимает же. Потом с листа читает очень хорошо. И вот он анан аршым алаңга келип токтолдук. Султанбектин тарарам пам 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 деп. И он ырдаганда он зажег. Он настоящий этот эметте такие Сулайман, да? Сулайман только настоящий Сулайман болчу. Анан ошо менен алдык дагы бир айдын ичинде Орозбек был такой экинчи курстун окуучусу болуп калды. Он понял, быстро он вообще природный эмеси, Кудай берген эмелерди ушунчалык кылат, жанагы бизде кыргыздар айтат го, тиги эме деп, куймагулак деп. Анан аябай куймагулак экен, бүт баарын тең айтканын баарын куюп алат, эртеси күнү ошону жасап келет да. Анан училищаны бүткөндө биз как будто 4 жыл менин окугандай бүттү же. Консерваторияга түшкөндө, консерватордагылар айтты, это говорит бас. Я говорю, как бас? Он же драматический баритон, он же мы еще не определили, говорю, он может уже молодой, говорю. Им тогда было 17-18 лет, какое там определение? Андан окудук, алаяктан прямо каждый, ар бир ай сайын, ар бир жыл сайын такой успехтер жасай баштады да. Анан биздин оперный театрда Астас экен эже. Астас экен коюп атат. Саламаттарды айтып турган нема? Эч ким жок. Анан биз саламатты тиги ким менен Орозбек менен жасадык. Орозбек менен жасаганда Орозбек ошо саламаттын ачылып дейт. Бирок бул гудок Верхага барганда гудет эткени калган жок да, гудение кылат деп. Анан бүткүл оперный театрда иштегендерде азыркы биздин народный артисттер ал кездерде заслуженный болуп жүргөндөрдүн баары тең, ой говорит, Сталбек, бул окуучуңан эчтеке чыкпайт. Бул деген бул баланы ташташ керек, мунун үнүгө гудок дейт да. Анан мен айттым, көрөсүң кийин барарына келгенде баарыңарды басат. Мындан артык баритон жок болот деп. Спектакльде экинчи курста это саламаттар деп чыкты. 4-нчи курста ырдап чыкты Айчүрөктү, Семетейди. 5-нчи курста Олег ырдады. Ошонун баары тең эже такой труд менен. Бир жерде бир отуруп калып, атасы экөөбүз сүйлөшүп отуруп айттым, сен камда көрү. Камдан. Бул эми балаң Италия пахнет. Италияга жибересиң балаңды. Десем айтты, мен кет көйнөктөрүмдү сатсам дагы жиберем деди. Канча? Азыр 40 бука багып атам, 40 буканын акчасын алдым. Деп тамашалашып, апасы хотел Орозбекти дипломатом, атасы хотел ырчы, да? Апасынын телегинди аткарды, он же дипломатический закончил уже, дискорпус закончил. И одновременно он бияқта экзамен сдает, госэкзамен сдает, да? И там госэкзамен сдает, там дискорпуста. Вот так он закончил. Он вообще талантливый, мен ойлап калдым, бул бала деген это уникальный адам депчи.
Ançoro alman dettin gülçoro Atamdan kalgan aksım kar Kabına gelge çağıken ermeke doğu çıgalı Çorolur barıp at topu Çorolur barıp at topu – 2015 год для Разбека знаковый. Кто из певцов не мечтает попасть в Мекку оперного искусства, в Италию, где пение – это хлеб, вторая жизнь, смысл жизни для многих итальянцев, где воздух пропитан музыкой. Италия подарила миру целую плеяду известных оперных певцов, имена которых у всех на слуху. А обучиться технике бельканто мечтают многие певцы мира, ибо тайной этой техники резонансного оперного виртуозного пения, в которой звуки плавно перетекают друг в друга, и голос певца звучит легко и изящно во всех регистрах. Зародился этот стиль бельканто в конце XVI века и был сформирован на основе фонетики итальянского языка. И для овладения этой техникой следует долго и упорно заниматься, ибо, обладая вокальной техникой, оперный певец может быть востребован и в 80 лет.
miei. Come quei canti mi risuonano all'alma, amari pianti. Elvira, mio sospir soave, per sempre io ti perdei, senza speme d'amor, senza speme d'amor in questa vita, orché rimani a me, orché rimane a me. Per sempre io ti perdei, fior d'amore, a mia speranza, alla vita che m'avanza.
Аразбек Бакытов, высокий, статный, с выразительными чертами лица, с пронзительным взглядом встал перед Международной комиссией по отбору обучения в музыкальную академию. И после 3-го тура оказался в числе 8 счастливчиков прошедших, где все были итальянцы, и он кыргыз, да еще без знания итальянского языка. Но для маэстро Сильвано Каролли, короля баритонов, непревзойденного авторитета, мастера вокального искусства, ученика самого великого Марио дель Монако, в Аразбеке он увидел 3 качества настоящего оперного певца – голос, артистизм и рост. Быть студентом Каролли – уже солидная визитная карточка. Signor, signor, cara avec les soldats. Il est torreras et de s'attendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque blanc ce jour de fête, le cirque blanc de haut en bas. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'interpelle à la flaque. Apostrophe, lisez ta page, osez jusqu'à la fleur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, un cœur de, allons, toréador, un garde. Toréador, et songe bien, oui, songe un combattant, qu'un noir te regarde, et que l'amour t'attaque. Toréador, l'amour t'attaque. On fait silence, à quoi se passe-t-il? Le taureau se lance en bondissant hors du toril. Et le se lance, il entre frappe, on chave le rôle, entraînant un picador. Bravo, hurra la folle, le taureau va et vient, et frappe al cor, en secoal, ses banderilles, l'angleterre del corps, le cirque blanc de salle. On se sauve, on franchit la grille. C'est comme tout, mettelon, allons, regarde, allons, toréador, en garde, toréador. Mais songe bien, oui, songe en combattant, qu'un oeil noir te regarde, et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend. Songe bien, oui, songe en combattant, qu'un oeil noir te regarde, et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend.
С 2015 по 2018 год Бакетов обучается в Римской академии музыки и вместо 2 лет, по предложению маэстро Сильвано Каролли, продолжит 3-й год обучения академическому искусству итальянского бельканто. Хочется отметить, уже 3-й год обучения Бакетов обучается за счет Римской академии. За время обучения принимал активное участие в праздничных концертных мероприятиях в Риме и Ватикана, фестивалях в Неаполе и в Соренто, в Брешиа, в Падуе с участием мировых звезд. Исполнил партию Эскамильо из оперы «Кармен» в составе труппы Национального оперного театра имени Манини в Нарнии с дирижером Серджио Олива. Исполнил партию графа из оперы «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, где за дирижерским пультом стоял известный итальянский маэстро Бруно Априа в Римском оперном театре. Далее выступал в качестве солиста в симфоническом оркестре под руководством Марко Балдери в оперном театре города Феррара. Участвовал в международном конкурсе оперных певцов имени Сан-Франческо ди Паоло в городе Козенца, где стал лауреатом. Также лауреат первой премии Международного фестиваля «Рома Мюзик Фестиваль». Свободно владеет кыргызским, русским, итальянским, английским. Buonasera. Ho avuto occasione di conoscere il baritono. Здравствуйте. Мне было очень приятно и интересно поработать с баритоном из Кыргызстана Аразбеком Бакытовым. Здесь, в Риме, мы с ним познакомились в оперном театре Театра Италия в постановке спектакля Моцарта «Свадьба Фигаро» с дирижером маэстро Бруно Априа. Должна сказать, что на самом деле его голос очень интересен своим красивым тембром. У него объемный красивый голос, который с легкостью может исполнять большие оперные партии, как лирические, так и драматические. У него также отлично получается репертуар Моцарта на итальянском. Аразбек учился здесь у нас в Римской академии 3 года. Но хочу отметить, что у него и до поступления к нам в академию была хорошая музыкальная и сценическая подготовка и достаточно хороша вокальная школа. И с ним было легче готовить оперные партии. Я счастлива, узнав, что в далеком Кыргызстане есть консерватория, где заканчивал Аразбек, и есть хорошие педагоги и отличные вокальные школы. Аразбек, мы ждем тебя в Италии. Ma mia figlia pagava
своих воспоминаниях король баритонов XX века Тита Руффа писал, он тоже учился в Санта-Чичиле, где поразился исполнением оперы Маскани «Сельская честь», и в него поселился божественный микроб и не давал покоя. И с этого момента стал думать, как стать певцом. И, видимо, божественный микроб уже поселился и в Оразбеке, где, обучаясь в Академии Санта-Чичилия, он стал думать, как стать хорошим певцом. Ведь перед ним столько примеров, и есть у кого учиться, а главное – огромный стимул, когда на сцене учитель и он его партнер. Тут дух захватывает. Когда приходит молодой человек, а у него в глазах такой свет, он на мир смотрит таким восхищением на все. Вот это уже сразу оказывается признак того, что в человеке живет этот свет. А тем более, если он приходит и говорит, петь хочу, значит, это состоится. Вот. И Оразбек, когда первое мое впечатление, когда Столбек привел его, говорит, вот сказали, этого надо взять, его закончить, он как-то выделялся среди всех своих сокурсников тем, что он какого-то европеоидного плана был. Он даже то, как его родители одевали, я поняла, что это только в семье, где любовь есть, где отец с матерью в большой любви, да, вот это вот у него прирожденное. Вот. И потом он очень чуткий на все замечания, и что надо еще делать. Вот он, я говорю, ты знаешь, ты итальянец, у тебя голос... Да, говорит, так обрадовался. А раскрыли, то мы долго с хорового пения Столбек мучился, как его в распевках великолепно идет, как только пение на хоровое переходит. Потому что дирхор учился он. Я говорю, слушай, Столбек, он как-то не как Крылыш, что-то в нем есть другое. Я никогда не сталкивалась. Вы знаете, потом, когда он в Италии был, он мне пишет, едут они, ну, по WhatsApp общаемся, едут он в Неаполь на исполнение уже «Эскамильо» куплеты. И Эджи говорит, оказывается, так легко, у них юг такой же, как у нас. Я, говорит, стал на итальянскую говорить с ожским акцентом, и меня неаполитанцы приняли. За своего? Да, за своего. Там даже, говорит, запахи такие же. Как, вот. Но, видишь, Оразбек, это куда рахмат, что вот так ты по такому пути идешь, тебе божественная звезда какая-то вот его ведет, вот все, да, совпадает, вот. И поэтому этот ученик, он уже был создан, понимаете, природой от мамы с папой было дано. А наше дело со Столбеком было только направить в нужное русло. Вот. И с тех пор Оразбек, когда услышал, что он может, он так воспрял все. Родителям сказать, Столбек еще на первом курсе консерватории отцу сказал, ты готовься, это итальянский. И вот у нас пошло, мы стали его готовить. Оразбек, курсы итальянского языка, хорошо. Он хоп-мэле, вот что скажешь, все выполняет. Оразбек, тебе нужен английский не письменный, разговорный. Хоп-мэле, он лето где-то недельки две провел какой-то лагерь здесь. Хорошо, вот у нас сейчас в Кыргызстане эти приезжают многие. Он там освоил разговорный. Вот. То есть он быстро все хватает, очень хваткий. Но хорошо то, что здесь приготовлено было, то, что он на сцене уже Аманасру спел, то, что он Олеко спел, Семите, самое главное, багаж, да, опыт у него. Я говорю, не бойся, выходи, пой, Аманаср пой. Вот. Но итальянцев, кажется, восхитило, что он без дирижера, там же много ансамблей, они выставили свою итальянскую аиду, и он всю сцену, это все то, что с Аманасом связано, все точно спел. Потом звонит, плачет. Иди, Миналда, иди, он и ляп. А мы с ним договорились, сходили на Ожский базар, купили флаг. Это его идея была, кыргызский. Первое, что он мне прислал, он на фоне Колизея стоит и в этих сандалиях. Я говорю, Оразбек, ты зачем? Точно, иди, там не ходят, там они в туфлях только. Вот ты соблюдай это, как они, только не отличайся. Да. Все хорошо. И вот то, что с флагом поехало. То, что вот он уже целенаправленно изучил в Риме, где какие дорожки, что по интернету, все изучил. Он шел захватывать Рим. И он поступил. Тебя приняли, понимаешь, Балам, тебя приняли все. Теперь только не подводи, все, что скажут, выполняй. 100-кратно выполняй. Не спи, но вызубри, сделай все. Уже со Столбеком согласовал он, к какому педагогу поедет, а мы по записям здесь. И вот маэстро Короли.
как у Короля проходил экзамен, Серджио, Оливер тоже переживал. Они готовились, вот то, что партикатор, он еще с ним выучил. Приехали к маэстро, он говорит, иди, он такой огромный. Он говорит, вот эти вот 2 кресла, если сдвинуть наши, вот это для него кресло. Ну ладно, давай, покажи, что там ты знаешь. Я, говорит, 3 часа ему пел, только весь свой репертуар. Говорит. Он сказал, ну что, да, выдержи, так позвал свою супругу, Люче, говорит, дай им кофе. Это уже, говорит, Оля, говорит, был знак, что, значит, после кофе еще раз поставил, давай, еще раз пели. А потом он сказал, беру. У нас кадры остались, когда в Италии, в Северной было землетрясение, большие жертвы, и они исполняли Россиневскую там ораторию природе посвященную. Да, и Орозбеку доверили то, что сам король всегда пел, он ему уступил эту свою партию. Он наряду с этими итальянцами самые... Мы же не всех знаем. Да. У них есть свои звезды, которые даже вот так по рынку не бегают. Они служат оперному искусству. Вот. И Орозбек, я смотрю за король, наблюдаю, он так переживает, огромный мужчина смотрит на него. Орозбек вышел, как свою трубу включил. Перекрыл все голоса, у него такой благородным таким звуком все. И в конце, мы же здесь учим, самое главное концовка. Да, да. И закончить последнюю точку. И он этот, итальянец уже... Вот это, да, пришло, да, вот. И король такой доволен. Все, ну, хорошо, да.
cielito lindo vienen bajando un par de giros negros, cielito lindo que contrabando de la sierra morena, cielito lindo vienen bajando un par de giros negros, cielito lindo que contrabando. Ay, 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 canto y dolores, porque cantando cielo y gracelito lindo los corazones. Ay, 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 canto y dolores, porque cantando cielo y gracelito lindo los corazones. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se odes a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se odes a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canto y dolores, porque cantando cielo y gracelito lindo los corazones. Que cantando cielo y gracelito lindo los corazones. Великий бас Федор Шаляпин вспоминал в своей книге, что однажды меценат Мамонтов сказал ему: «Феденька, вы можете делать в театре все, что хотите. Если вам нужны костюмы, скажите, будут костюмы. Если нужно будет поставить новую оперу, поставим оперу». После этих слов я впервые в жизни почувствовал себя свободным, сильным, способным побеждать все препятствия. А хотелось бы, чтобы эти слова были адресованы всем талантам, услышаны меценатами и чиновниками от искусства, и понять, что государство – это не только экономика, а культура всего. И искусство может достучаться до людей через пение и выносить на свет сокровища, оставленные нам композиторами прошлого. Это вечные дары, и они будут волновать сердца еще не одно столетие. Oh,
вернулась говором чая, песни прибоя, рассвет пробудил, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. Аразбек очень благодарен своим родителям за беззаботное детство, за их поддержку на протяжении своего становления. Особая сыновья любовь к маме, ведь недаром говорят, что рай на земле у ног матерей. И уже став сам отцом, он понимает, на какие лишения порой идут родители, чтобы их дети нашли свой путь в жизни и были счастливы. Alıp gelip tamırından altmış altın ömür beşiğine uyudum Heneke vay bilem tuyam emgegin Heneke vay ömür yaşın encedim Kantip meni karış yolga uzatsın Kahtap gün tün ak sütündü emgelmin Kantip meni karış
қарыш жолға ұзатсын, қақтап күн түн, ақ сүтіңді емгенмен, қақтап күн түн, ақ сүтіңді емгенмен. Жерім лейлек турағым, сезімімде өчпөс шырағым. Симфония болсоң сен егер, нота болып саға турайым. Керемет күйлер қойылу, құлағымда жерім сенде турбаймы, айтып өткөз қосылуы. Түшкө керсе күлгөн жамалың, жүз көрүшүп тунуп каламын. А сен болсо бүтпөс чоң дастан, бар болгону мен бир сабагым. Керемет күйлөр коюлуп, кулагымда турат улуп. Туулган жерим сенде турбайбы, айтып өткөз косулуп. Обон салган тала жаңыртып, кайрыктары миң бир кыялдын. Дептер болсоң сансыз барактуу, ис калтырар мен бир сыяңмын. Керемет күйлөр коюлуп, кулагымда турат улуп. Туулган жерим сенде турбаймы, айтып өткөз косулулук. Керемет күйлөр коюлуп, кулагымда турат улуп. Туулган жерим сенде турбаймы, айтып өткөз косулулук. Айтып өткөз косулулук.
Разбек вернулся из Италии в театр, где уже с новыми силами и знаниями выходит на сцене родного театра. И свой первый сольный концерт – это своеобразный отчет перед своими не только коллегами по цеху, зрителями, друзьями, но и перед родителями и родственниками за их поддержку. И своим искусством он хочет зажечь искру в каждом, чтобы театр был полон, и каждый артист, выходя на сцену, видел сотни глаз и гром оваций за лицедейство на сцене. Biz muğalimler бактылуу адамдарданбыз да. Көп жылдар muğalim болуп жүрүп, ошо жаштарды тарбиялап, анан ошо тарбияланган балдарыңды артка кылчайып кимдер бүт эле деген ой келгенде өзүбүзчө төбөбүз көккө жетип кубанабыз, эгерде ошол биз окуткан окуучуларыбыз кадимкидей бу турмуштун түз жолуна түшүп, чыгармачылыгында өздөрүнүн өнөрүн жакшы көрсөтүшсө. Мына биздин балдардын арасынан опера театрында же болбосо чет мамлекетке алып кетип атат көпчүлүгүн. Мына ошолордун таланттарын көргөндө биз өзүбүзчө кубанып, мугалимдер бактылуу сезебиз да. Орозбек жаңыдан консерваторияга келип кирген учурунда көптөгөн жакшы мугалимдерибиз бар эле. Мына ошолордун арасынан Алмазбеков Сталбектин колуна барып түштү. Ал дагы тенор болсо дагы баритонду мен окутуп берейин, аябай жакшы бала экен, сонун окуп атат деп аябай кубанып жүрдү. Мынакей ошонун колунда өсүп чыкты. Консерваторияны абдан жакшы бүтүрдү. Бүткөндөн кийин ошо Италияга жолдомо алып, эми биз жолдомо бере албайбыз, анткени азыр бардыгын каражат чечет. Анан ушундай учур болуп калды. Ошо жака тандоо жүрүп калган экен. Мына ошол тандоодо өтүп, биздин Орозбек ошол Италияга жолдомо алды. Аяққа барып, шу 1-2 жыл барып келді окшойт. Аябай жакшы дүйнөлүк бул мугалимдерден сабак алыш, бул ар бир эле студенттин бактысына туш келбейт. Бирок бул Орозбек аяққа барганда эң бир жакшы мугалимдерге дагы туш келген экен. Биздин улуу агабыз, улуу талантыбыз Болот Миңжилкиев агабыз учурунда Ласкалага барып, стажировкадан өтүп, дүйнөгө белгилүү маэстро Баррада окуса, ал эми биздин Орозбек Рим академиясында өзүнүн билимин улантып, атактуу маэстро Сильвана Каролиде өзүнүн билимин улантты. Бул анын чоң бактысы, баягы атына жараша заты дейт. Бакытов деп бекеринен бул жигиттин фамилиясы айтылбайт экен. Мынакей бактысы ачылып, ошол кишиде дагы жакшы сабактарды алып, мына бүгүнкү күнү кыргыз үчүн өзүнүн талантын чачып көрсөтүп дегендей улантып атат. Биз абдан сыймыктанып кубанып атабыз. Мына мен бая күнү концертине барып, атайын башынан аягына чейин отуруп уктум да. Эгерде талант болгон жанагы жакшы ырчылыкка, аваздык талантка өзүнүн жанын берип, дилин берип эмгек кылса, мен оюмча андан сөзсүз жакшы бирденке чыгат. Бүгүнкү күнү кыргыз элинде дагы бир жакшы ырчы пайда болду. Бүгүнкү күнү мына спектакльдарды бардыгын тең жаттап, ошого эмгектенип аткан учуру, менин оюмча мындан ары дагы чоң ийгиликтерди жаратат болуш керек. Бой десе бою бар, ой десе ойу бар, өң десе өңү бар. Мындайча айтканда,
Бұл баланың келечеги абдан кең. Ар бир студентибиз ушундай жакшы нерселерге жетип турса, биз кубаныч менен айтабыз муну. Баягы устатынан шакирт өтөт деген бир жакшы сөз бар кыргызда. Ошо устаттарынан да бийик болуп, кыргыз үчүн кызмат кыла берсин. Мен Орозбек Бакытовго кең келечек, анан ушу бактылуу чыгармачылыкты тилейт элем. Ак жол ачылсын, мындан ары ийгиликтерди каалайм. Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Айзерек Момунова. Эл аралык
конкурстардың лауреаты Талантбек Тоқымбаев. Ел аралық конкурстардың лауреаты Орозбек Бақытов. Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисті Нурматбек Полотов.